представлять. Селям алейкум, хайрлы шамлар, сайгылатер телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына сейретесін студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам вені вбиттіке хырх даха девамында біз хырым этрафында, Украина этрафында ве хылхыра сунки хылхыра вазиет ақында лаф етежек мен хатырлатам біз жанлы яйында чалшамыз экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерларыны бағылай 063-67-63-46 Свайбер вассасайле бізге телефон шмаға имканыз бар, яда скайп адресіміздің құлана білесіңіз, сәғылы достлар. Бұйырыңыз телефон açыңыз, сіздің сесіңіз бұзлер үшін чоқ мұйым. Біз бұл яйынымызны рус тілінде алып баражақмыз, ама мен яйынымыны қырым татар тілінде башламаға істедім. Зира беттеке әнішімді қоша жағымыз мұсафирымыз, яқшы түркі тілдеріні біле ве чоқ мешур бір сесет шынастыр, халқара суалер бойынша сесет шынас Азербайджан үкіметі дәрежелігінің сабық рейсі ве Азербайджан парламентусы ішлері сабық дәрежесі Америка Бірлешкен Девлетлерінден Рамис Бей Юнус бізлешімді жанлы бағда. Рамис Бей, мерабаныз, селям алейкум. Өндеден бізім яйнымыза бағланғаныз үшін сізге бүк тешекірлер білдіреміз ве сізні де Құрбан байрамынен хайырламаға істередік хайырлос. Assalamu alaikum ve rahmetullah barakatuh. Hürmetli Gülsüm Hanım, teşekkür ederim davetinizə görə. Ben de öz adımdan sizi təbrik edirəm. Qurban Bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və davetinizə görə ürəkdən yenə də təbrik edirəm və çox şadam. Biz sizinlə Türk dilində Ukrayna televizyonda öz fikrimizi belə konuşa bilərik. Çünki mən ümid edirəm bu dildə çoxlu sayda insanlar bizi dinləyə bilər. Ve ona göre bu müqəddəs gündə, Qurban Bayramında mən ilk dəfə olaraq bu günləri Kırım Tatarların kanalında, qardaşlarımın kanalında çıxış edirəm və buradan onları salamlayıram. Mənim onların içərisində mühüm dostlarım var. Başda Mustafa Cəmilov, Mustafa bəylə və Rüfət Cabbarovla və o birilərlə mən şəxsən dostluq edirəm və özümə şərəf bilirəm bu dostluğu və ümid edirəm inşallah Kırım Tatarların problemləri bir yerdə Allah'ın köməkliyi biz yaxşı istiqamətdə davam edə bilərik inşallah. Біз де шәреп дойдық яйнымызға бағланғаныз үшін бөктен-бөк тешеккерлер. О себептен Рамис Бей мен шымды бераберлікте енді рус тіліне кечмеге ве сонки актуаль адиселеріні рус тілінде дегерлері де аңласын, құсысан Украина аудиториясы да аңласын деп бұл тілге кечмеге теклиф етем. Не возражаю. Да, Рамис Бей, я бы хотела начать наш эфир с такой темы, с темы Крымской платформы. Вы знаете, что президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году инициировал создание Крымской платформы. И вот уже 23 августа должен состояться инаугурационный саммит этой платформы. Министерство иностранных дел Украины ведет сейчас активную работу в направлении привлечения к этой платформе многих участников, представительств различных стран. Вот как в Соединенных Штатах Америки смотрят на эту инициативу? Как вы, в частности, думаете, сможет ли Крымская платформа каким-то образом поспособствовать деоккупации Крыма? Ну, это очень хороший вопрос. И эта идея, которая возникла в украинском политическом пространстве, я считаю, очень запоздалая даже идея. То есть она должна была возникнуть сразу же после аннексии Крыма. Потому что это тот самый политический процесс, который поможет все время поддерживать градус этой проблемы на международном уровне. Я подчеркиваю в первую очередь на международном уровне, на повестке дня. И рано или поздно, когда политическая конъюнктура на планете поменяется, она точно поменяется, когда оккупировали после пакта Молотова-Риббентропа Прибалтику и многое другое, что происходило тогда, когда Гитлер и Сталин разделили Европу на две части, многие думали, что так это будет вечно и продолжаться. Но, как видите, Советский Союз развалился, и Прибалтика вернулась. И все эти годы, пока Прибалтика находилась в составе Советского Союза, аннексированной, весь мир не признавал
это. Именно так. И помимо этого, тогда также, точно так же похожие политические мероприятия на Западе регулярно проходили, несмотря на то, что тогда противостояние между Советским Союзом и Западом во главе с США было намного жестче, чем сегодня. То есть тогда с Советским Союзом не торговали. Тогда рубль потому и был деревянный, потому что Советский Союз со времен Ленина не признавал царские долги, и поэтому с ними работали только по бартеру. А сегодня же с Россией работают, торгуют, и поэтому рычагов влияния на ту же Россию намного больше. И России есть что терять, когда политическая конъюнктура, может быть, сработает точно так же, как это было во времена той же перестройки. И я уверен, что появится в России свой Горбачев, и появится та политическая ситуация, когда россияне сами поймут, что вот уже тупик, вот уже дно. И туда дальше вниз уже стучаться некуда. А вы думаете, и вот сейчас это дно еще... Крыма и вот эта самая крымская платформа, которая будет поднята, я надеюсь, именно украинским обществом и ее политическим истеблишментом на нужный уровень. Поэтому я очень серьезно сам отношусь к этому и призываю всех тех, кто в Украине этим занимается, намного серьезнее подойти к этому, и особенно с теми странами, которые реально могут Украине помочь. И в первую очередь я, конечно, имею в виду Турцию, которая этнически эту проблему воспринимает так же, как это проблема турецкого Кипра, так же, как проблема Нагорного Карабаха. Поэтому если вы сумеете эту проблему поднять на такой уровень, то у вас в первых рядах в решении этой проблемы рядом с вами, рядом с Украиной, будет стоять как раз-таки Турция. И все те, кто в той или иной мере поддерживают Турцию, и в той или иной мере в политической конъюнктуре будут поддерживать Турцию, так же, как и сегодня Соединенные Штаты и Великобритания, потому что Турция член НАТО, и вы, как видите, в мусульманских вопросах они, в том же Афганистане, решают вопросы, как раз-таки стараются решать через ту же Турцию. А Крымская платформа — это аннексированный Крым, а это Украина, а это буфер, главная такая страна между Европой и Россией. И потому я не думаю, что Турция останется одна в решении этих проблем. Поэтому вот именно первая конференция, вот мероприятие, которое будет проведено в рамках Крымской платформы, должно показать и России, и всему миру, насколько серьезно вы сегодня понимаете эту проблему. То есть сегодня не должно быть так. Вот Донбасс сам по себе, Крым сам по себе. То есть вы видите, сегодня тема Донбасса больше занимаются, потому что якобы Россия также говорит, это ваша территория. Да? А вы не должны это отрывать друг от друга. Крым и Донбасс — это единая проблема. Это точно так же, как прибалтийские государства. Вот это все три государства, они аннексированы. Поэтому я придаю этому большое значение. И здесь, в Соединенных Штатах, тоже к этому прислушиваются. Но поверьте мне, что уровень того, которых здесь в Соединенных Штатах, он, конечно, не соответствует тому, который он, например, может быть в той же Турции, потому что в Турции все-таки это как-то этнически им близко. А для того, чтобы это поднять здесь, это очень важно как раз-таки сделать краеугольным камнем визита президента Зеленского, вот предстоящего главного визита президента Зеленского сюда. Поэтому я думаю, именно во главу угла у него также должна стоять эта Крымская платформа. И если об этом будут говорить первые лица Америки во главе с президентом Соединенных Штатов, это, конечно, очень важно. Рамиз Бей, вот что хотела вас спросить. Украина придерживается, понятно, политика дипломатического пути возвращения своих территорий. И недавний опыт Азербайджана с Карабахом нам показал, что, в принципе, вот такие международные договоренности, международные переговоры, а вы знаете, по Донбассу у нас также есть Минские соглашения, и по Карабаху, по Нагорному Карабаху у Азербайджана были тоже Минские соглашения, которые длились на протяжении 26 лет, если я не ошибаюсь, вы меня исправите, с участием Франции, Соединенных Штатов Америки, России, Армении и Азербайджана. И вот опыт Азербайджана в последнее время нам показал, что, в принципе, такие международные договоренности хоть и хороши, но, к сожалению, неэффективны. Вот как вы считаете, правильно ли опыт Азербайджана экстраполировать на Донбасс и на Крым? Однозначно, Гульсен Ханум, я вас благодарю за этот вопрос. Очень хороший такой, очень правильный вопрос. И аналогии тут вполне уместны.
по той простой причине, что все эти проблемы, которые вот Россия инспирирует, а сразу же после развала Советского Союза по порядку пойдем, это и Нагорный Карабах, и Южная Осетия, и Абхазия, и Приднестровье, и вот к ним добавилось сегодня Донбасс и Крым. И это все звенья одной цепи, и кукловоды сидят в Кремле, однозначно. И просто Донбасс это свежее, а все остальное до этого, оно было как-то оккупировано благодаря, опять же, беззубой политике Запада, вот той самой политике модус вивенди, которая всегда их устраивала на протяжении всех этих лет. Если мы говорим сейчас о Нагорно-Карабахском конфликте, напомню, это было в 1994 году, в мае месяце в городе Бишкек. Был подписан вот этот самый Бишкекский протокол, и в рамках Минской группы ОБСЕ с тех пор, вот по сегодняшний день, до 27 сентября прошлого года, шли эти безрезультатные вот переговоры. Такие же, которые идут у вас, Минские соглашения, в нормандском формате, так называемом, то, что касается проблемы Донбасса. И, ежели вы помните, все эти переговоры как раз-таки давили на Азербайджан, потому что Азербайджан в 1994 году была проигравшей стороной, и тогда Азербайджан, почему проиграл, все прекрасно понимают, что на стороне Армении как раз-таки стояла не только Россия политически, она стояла и на земле. В первую очередь это 366-й мотострелковый полк, а территория Карабаха это не такая, как Донбасс, намного меньше, и это все было решено достаточно под личным командованием того же генерала Грачева, который был министром обороны, и поэтому далеко не просто так Грачев и в Бишкеке вел эти переговоры. Там не было ни Ельцина, там не было никого. Именно Грачев подписал вот этот капитулянский, заставил подписать Азербайджан этот капитулянский договор, как в 2015 году заставили и вас подписать вот это такое же Минское соглашение. Вот это параллели. И вы проиграли, и мы проиграли. И Москва там вас заставила, и Москва нас заставила. Теперь и переговоры у нас пошли почти 30 лет, как вы правильно отметили, 26 с лишним лет. И у вас проходит уже почти 6-7 лет. То есть и все безрезультатно. И там на нас давят, признайте эти договоренности, то есть признание этих договоренностей, знаете, что такое по их формуле, которую они предлагали? Это в конечном итоге 5+2, а эти 2 это коридор, Лачинский, все. То есть оставляют связь с Арменией, и то это возвращается тогда, когда Азербайджан проводит референдум в Нагорном Карабахе, где нет ни одного уже азербайджанца. Вы представляете? Ну, то же самое, что они делают самое с Минскими соглашениями. Вот да, имплементация Минских соглашений, как Ангела Меркель вот это опять же озвучила, то есть в законодательное поле Украины, и сейчас они паспорта российские налево-направо раздают, и потом предложат проводить там выборы, референдум и все остальное, понимаете? 1 на 1. Вот поэтому я вам говорю, очень правильная параллель, то, что вы говорите. И, естественно, Азербайджан вот этот позор терпел 26 лет. И все время, так же, как в Донбассе, перестрелки, также на линии соприкосновения каждый день погибали люди. И таких сильных столкновений не было, потому что Москва контролировала этот процесс. В апреле 2016 года произошла 4-дневная война, которая также по отмашке из Москвы завершилась моментально. Тогда Москва контролировала также ситуацию. Но когда политическая конъюнктура поменялась, если вы помните, и Турция же совершенно не просто так оказалась в регионе, а до этого же она тоже как будто была, и до этого она всегда также поддерживала Азербайджан. Просто ситуация меняется, и после Сирии, после Ливии, тогда, когда Турция напрямую столкнулась с Россией, и Турция показала свою силу, и отстояла этот же Идлиб, и освободила тот же Триполи, который уже падал в Ливии, и России, естественно, пришлось уже идти на определенные договоренности. И Россия выбирала из двух зол меньшее, то есть одно дело выбрать Турцию или же выбрать экспансию того же Запада на том же Южном Кавказе и на той же Центральной Азии. Поэтому Турция не планирует менять власть в Москве, и потому Путин вынужден был пойти на то, что на Южном Кавказе сегодня уже представлена Турция, которой там не было более 100 лет. И Турция, придя туда, тут еще пандемия, а тут еще выборы в Америке и то, что происходит во всем мире. А Азербайджан упорно готовился к этому многие годы, потому что воспитать генералов
высший офицерский состав по нормативам НАТО, для этого это не вопрос 44 дней войны. Азербайджан шел к этому целенаправленно. Что касается военно-технического снабжения Азербайджана, это и поставки из Израиля, из Турции, из других стран, они также были целенаправленно реализованы на протяжении многих лет. И когда вот этот час X настал, вот эта конъюнктура вот так совпала, и Азербайджан сразу пошел в атаку. И, как вы видите, здесь Россия отстояла тот кусок пирога, который был заранее договорен между Турцией, Россией и Азербайджаном. Однозначно. Потому что этот плацдарм, в котором живут армянское население, чисто армянское население, для того, чтобы Азербайджан и Турцию потом не обвинить в этнических чистках. Видите, никто не трогал армянское население. Они уехали. Сейчас они обратно вернулись, 1050-60. Россия упорно старается сохранить нам субъектность. Для того, чтобы, если не будет субъектности этого Карабаха, тогда зачем они тогда нужны, эти войска? Кого они там будут охранять? Поэтому Россия очень сильно заинтересована в наличии армянского населения. А через них она хочет вернуть ту же Армению, которая сегодня тихо-тихо дрейфует в сторону Запада. Поэтому параллели здесь уместны. И я всегда на украинских каналах выступаю, провожу эти параллели и советую украинским своим друзьям обращать внимание как раз-таки в сторону Азербайджана и брать пример. И когда кто-то говорит, что параллели здесь неуместны, Донбасс — это другая история, особенно я это очень много видел во время Второй Карабахской войны, к сожалению, со стороны так называемых демократов-либералов с России, вот которые так и говорили. То есть они говорили о том, что это не так, это другая территория. И там они поддерживали агрессора в Нагорном Карабахе. Вот эти все русские во главе с Навальным, с Ходорковским, с Гарри Каспаровым, Латыниной, с Шендеровичем. Вот все они. То есть как такое может быть? Вот эти двойные стандарты. И потому сегодня, когда Навальный сидит в тюрьме, и посмотрите, как к нему относятся в Азербайджане, как к нему относятся в Украине, как к нему относятся в Молдове, в Грузии, потому что он все это поддерживает ту же политику Кремля. А как можно быть демократом и говорить о правах человека и о территориальной целостности? Это что, распространяется на армян, но это не распространяется на азербайджанцев? Что-то, какие-то двойные стандарты. И поэтому Азербайджан, видя все это, потом Азербайджан, видя вот эти крокодиловые слезы со стороны Минской группы ОБСЕ, в первую очередь Россия, Франция и Соединенные Штаты. Посмотрите, началась Вторая Карабахская война. Как они себя повели? Как повел себя Эммануэл Макрон? Как будто бы сопредседатель. Он повел так, как будто Азербайджан напал на Францию. Вот об этом идет речь. И то есть Азербайджан освободил 95% своей территории вопреки желанию Москвы, вопреки желанию Франции, вопреки желанию Соединенных Штатов Америки. Кто поддержал Азербайджан в этом вопросе? Турция, Пакистан, Израиль, и политически поддержали Украина и Грузия. Поэтому я всегда моим друзьям в Украине говорю: берите пример, изучайте этот пример и готовьтесь. И вам не нужно 30 лет для этого, потому что у вас разные весовые категории. И у вас и территория побольше, и население побольше, человеческий ресурс побольше. У вас военно-промышленный комплекс намного лучше, еще со времен Советского Союза. Да. А те страны, которые помогали Азербайджану, они точно так же готовы помочь и Украине. Рамис, вот что я хотела по этому поводу как раз спросить. Действительно, Украина на протяжении 44 дней национально-освободительной войны Азербайджана за Карабах поддержала Азербайджан. Украина определила Азербайджан для стратегическим партнером для своей страны. Но если посмотреть на международные резолюции по нарушению прав человека в оккупированном Крыму, на резолюции по милитаризации со стороны России оккупированных территорий акватории Черного и Азовского морей, мы можем увидеть, что Азербайджан на международных площадках, в частности ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, сохраняет нейтралитет. Как вы думаете, почему так? Это однозначно вполне объяснимо. Азербайджан опасается, боится Москвы все эти годы, и он знает возможности Москвы, включая пятую колонну Москвы, которая по сегодняшний день находится в Азербайджане. Азербайджан только в последнее время стал более решительно вести многие моменты во взаимоотношениях с Москвой. И то после того, как появился турецкий зонтик.
И сегодня все то, что должен озвучивать Азербайджан, ну, как вы говорите, Азербайджан придерживается нейтральной позиции, озвучивает Турция. Я думаю, для турецкого мира, в принципе, для тюркского мира, этого достаточно. Вы никогда не услышите что-то такое в каких-то или какой-то нейтральной позиции касательно крымских татар со стороны той же Турции. А Азербайджан будет всегда рядом с Турцией. И по мере ослабления давления России на Азербайджан, по мере усиления влияния Турции на Южном Кавказе, вы будете видеть изменения риторики как со стороны Москвы в отношении Азербайджана, так и со стороны Азербайджана в отношении Москвы. Просто эта политика, как сказал Бисмарк, это искусство возможного. Никто же не сомневается наверняка в Крыму, среди крымских татар, что Азербайджан имеет что-то против, и никак, против своих братьев. Азербайджан сегодня также поддерживает и турецкий Кипр. Вы это прекрасно знаете. И даже сегодня, вот позавчера, там был президент Турции, и там уже президент Турции озвучил новый лозунг. До этого озвучивали «одна нация, два государства», а теперь президент Турции там сказал «одна нация, три государства», имея в виду и турецкий Кипр. Вы понимаете? Это к тому идет. Этот процесс развивается, процесс движется в нужном направлении. Поэтому здесь важно не то, что кто говорит, важно то, что делает. Вот сегодня, многие сегодня говорят, почему нет официально турецкой базы в Азербайджане? Ну, наверняка много чего есть такого, что, может быть, пока и официально не надо объявлять. Главное, оно есть. Если бы этого не было бы, Россия вела бы себя совершенно по-другому. Поэтому, когда придет время от де-факто перейти к разговору от де-юре, придет и это время де-юре. Вспомните визиты президента Турции в Азербайджан. Сначала приехал на парад, а потом полгода не приезжал. Все задавались вопросом, почему. А вот он приехал, и где он был? Он поехал именно в город Шуша, в святыню азербайджанской культуры. И что он там сделал? Вместе с президентом Азербайджана объявили о Шушинской декларации на весь мир. Что там было главное? Одна фраза там, самое главное, в этой Шушинской декларации. Турецкая армия будет стоять рядом с азербайджанской армией. Все. Это месседж и Москве, это месседж и Тегерану, и всем тем, кто собирается искать в мутной воде рыбу. А когда в следующий раз он приедет, вполне может быть и другие какие-то будут заявления. Поэтому важно не то, что говорят, важно то, что делают. И поэтому очень важно и по крымской платформе то, что будут делать истинные друзья Украины и крымских татар. Пан Рамис Бей, вот еще один вопрос, который я хочу с вами обсудить. Сегодня в Украине журналисты, политические аналитики, политики задаются вопросом, сливает ли национальные интересы Украины Запад. В особенности после Женевской встречи Жозефа Байдена с президентом России Путиным. Ведь если посмотреть на последние события, на последнюю хронологию событий, мы с вами вот уже отметили выше, это то, что заявила Ангела Меркель. Она сказала о необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство на брифинге с президентом Украины Зеленским. А мы понимаем, что имплементация формулы Штайнмайера – это сдача Украины, это конфедерация в нашей стране, это идет вразрез с нашими национальными интересами. Если брать Северный поток-2, то Жозеф Байден отказался вводить новые санкции против Северного потока и аргументировал это он тем, что когда он пришел к власти, Северный поток уже был достроен на 90%, и в принципе не было уже смысла вводить новые санкции. Мы видим, как Соединенные Штаты Америки уходят с Афганистана и так далее. И здесь действительно возникает вопрос, а сливает ли Запад Украину? Есть ли здесь зрада, предательство, как говорится, в Украине? Как вы думаете? Ну, начнем сначала с Европы. После 2008 года, после агрессии августовской против Грузии, и после того, как в 2009 году тот же Байден, будучи вице-президентом, был в команде американской администрации и вместе с Европой, они тогда протащили в жизнь Северный поток-1. Северный поток-1. Когда сегодня он говорит о том, что Северный поток-2 был не при нем, да, он правду говорит, потому что Северный поток-2 был заключен 24 апреля 2017 года, во времена Трампа. Он уже был полгода президентом. И поэтому и 95% это все было во времена каденции Трампа. И он не может это. Ну так они до этого Северный поток
один первый открывали, ну, давали добро на открытие этого Северного потока той же Ангеле Меркель. И первый поток, и второй поток, это, конечно, организовала Ангела Меркель. Но в Вашингтоне рыльце в пушку и у демократов, и у республиканцев. Никто это открытым текстом старается не говорить. А я не республиканец, я не демократ, поэтому мне легко на эту тему говорить. У обоих рыльце в пушку. Теперь, что касается сначала Европы. И с тех пор, с 2008 года по сегодняшний день, включая вот последнюю эту фразу Ангела Меркель, мы открытым текстом видим, что 16 лет нахождения у власти Ангелы Меркель, она была главной скрипкой Европы. Главной скрипкой. Под эту скрипку подлаживали все остальные лидеры Европы во главе с тремя президентами: Николя Саркози, Франсуа Олландом и нынешним Эммануэлем Макроном. И потому они слили Украину с потрохами. Вы это видели, потому что вот этот план Штайнмайера, а до этого все, что происходило в отношении той же Грузии. Грузия не получила ни ПДЧ, не получила ни особого статуса и ничего такого. То есть по сегодняшний день, хотя президент Михаил Саакашвили сделал намного больше, чем все три президента Украины вместе взятые, включая последнего Зеленского. В том году ПДЧ не получила. По реформам в отношении евроинтеграции. И что он получил взамен? Он ничего не получил взамен. Ему Николя Саркози посоветовал соскакивать, спасать. Вот что говорил ему президент Франции. И потом они заключают этот Северный поток-1. Я к тому это веду, что Европа, конечно, она сдала Украину давно. Так же, как она до этого сдала Грузию. И не питайте иллюзий, что вы вступите в ближайшее время в НАТО. Ни вы, ни Украина, ни Грузия и ни Молдова в НАТО вам в ближайшее время вообще не светит. С учетом вот такого политического истеблишмента, который имеется. Это, по-вашему, из-за опасений России? Потому что Россия ведь четко определила, что вступление Украины в НАТО – это для них красная линия. То есть Североатлантический альянс, Запад боится в этом вопросе России? Дело в том, что Россия стала такой агрессивной в 2008 году. Но эти все вопросы можно было решить и до этого. Они не решали эту проблему, потому что они, вот все постсоветское пространство, за исключением Прибалтики, да, они смотрят как вотчину, как зону интересов той же России. И Россия, когда была слабая, они этим не занимались. А Россия, когда заявила о своих претензиях на эту территорию, они тем более этим не занимались. Они решили не дразнить. И вот эта политика модуса вивенди, она всегда была. То есть она тогда называлась перезагрузкой, сейчас они умным словом это назвали модус вивенди, а это одно и то же. Поэтому в отношении Европы не питайте иллюзий. И это не от того, что они боятся или не боятся. Это их такая позиция. Они всю жизнь так вели себя. И здесь не играет вопрос, какая-то страна демократическая или какая-то автократия. Саакашвили был чистый демократ, в Азербайджане, допустим, автократия. И что дальше? Та же ситуация, да, была, что касательно Грузии, что касается... Поэтому я это к тому веду, что разница единственная, что между Европой и Америкой существенная в каких вопросах? Потому что Америка намного независимее, нежели Европа, от той же России. В экономическом, в политическом плане у Америки вообще товарооборота никакого нету, там 1-2%. Не такой товарооборот, который имеется у Евросоюза с той же Россией. Поэтому Россия скупила их потрохами. Вот вы видите, политический истеблишмент, половина из них где работают, да, во главе с тем же Герхард Шрёдером. Я не уверен, что... Я не хотел бы, конечно, быть свидетелем этого, но я не уверен, что... А вдруг завтра и Ангела Меркель по прошествии какого-то времени, как пенсионерка, начнет летать как представитель какого-то совета директоров какой-то российской компании. То есть в отношении Америки такого мы сказать не можем. И поэтому, уже отвечая на вторую часть вашего вопроса, что касается конкретно Америки, да, сливает она или не сливает, это можно будет видеть после визита Зеленского и принятых решений. До этого, конечно, Америка шла в фарватере своих союзников в Европе. Однозначно. В первую очередь Германии и Франции. По той простой причине, что если не дается ПДЧ, если не принимают в НАТО, Соединенные Штаты всегда имеют возможность пойти своим путем. Вот дать этой стране какой-то, которую они хотят защищать, особый статус вне НАТО. Как это имеет Израиль, Южная Корея, Япония, Австралия. Я это всегда подчеркиваю. Если бы Соединенные Штаты захотели бы это, для этого им что нужно? Политическая воля первого лица, решение Конгресса и подпись на бумаге. Все. Вопрос решен автоматически в течение одного дня. Здесь не нужно консенсус всех стран, членов НАТО, или не нужно спрашивать тот же Евросоюз. Почему они до сегодняшнего дня это не сделали? Не сделали, потому что они шли в фарватере этой политики.
своих союзников. Дональд Трамп, несмотря на то, что он как будто бы не шел, объявил, что он не идет в фарватере этой политики, как он то же самое не делал. Он вообще не занимался постсоветским пространством и, в частности, той же Украиной, да, потому что он это все сдал точно так же Кремлю. Это зона стратегических интересов России. Вот что касается сегодня произойдет или не произойдет, или ответить прямо на ваш вопрос, можно будет после визита Зеленского и принятых решений. Я, конечно, больших иллюзий не питаю. Но очень много зависит. Решение еще не принято. Здесь в Америке к этому подход неоднозначный. Конгресс поддерживает это решение. В администрации двоякий подход. Поэтому очень важно, как Украина сама придет к этому. Как вы командируете сюда вашего президента? Потому что ваш президент должен приехать. Да, вот про визит Зеленского мы еще поговорим. Как вы оцениваете визит Керри в Москву? Это спецпредставитель США по вопросам климата, но также говорят, что как раз Керри в администрации президента США Байдена лоббирует вопрос договоренностей с Путиным, вот это вот, как принято говорить, умиротворение агрессора и так далее. И вот проходит визит Керри в Москву. Как вы думаете, является ли это следствием женевских переговоров? И приехал ли Керри для акцептования каких-то уже достигнутых договоренностей? Ведь очевидно, что только лишь вопрос климата там не обсуждался. Хороший вопрос. Благодарю вас опять же за него. Сразу видно, что вы очень хорошо подготовились к передаче. Вот. Дело в том, что на самом деле сегодня в окружении президента Байдена имеются две основные линии. Может быть, это тактическая. Я не хотел бы это преподносить как борьбу группировок, потому что у больших стран иногда бывает вариант А, вариант Б, вариант С и так далее на случай разных форс-мажорных ситуаций. Поэтому я, скорее всего, думаю, что это тактическая задумка. И одна из них отрабатывает вот эту модус вивенди во главе с бывшим госсекретарем Джоном Керри. И это было до 16 числа, потому что саму встречу с тем же Путиным готовили как раз-таки вот эта линия, те, которые поддерживаются Джоном Керри. И вот именно эту политику модуса вивенди в реале, в жизнь проталкивает и проводит как раз-таки именно Джон Керри от имени Джо Байдена. Несмотря на ту какую-то незаметную должность, которую он официально занимает. Он занимается климатом, а это не та должность, которая дает ему возможность то в Индии встречаться с министром Лавровым, то приезжать в Москву, встречаться с Лавровым, а потом и с Путиным. Потому что в окружении у Путина, как известно, недавно стало быть известно, что вопросами климата занимается бывший вице-премьер правительства Чечни, там, занимавшийся до этого сельским хозяйством, и о его имени вообще никто ничего не слышал. То есть разные калибры, разные уровни. И я не думаю, что этот человек, если приедет сюда, в Вашингтон, он будет встречаться с Джо Байденом и будет встречаться с Энтони Блинкеном. Понимаете? Поэтому это ширма, которая дана, была официальная крыша тому же Джону Керри, и он вот проталкивает вот эту линию, которая существует сегодня в администрации. Существует и другая линия, которую возглавляет Энтони Блинкен и Джек Салливан, помощник по национальной безопасности. И они, конечно, выступают совершенно за другое. И они, если базироваться на выкладках Atlantic Council, где четко написано одним из пунктов, то есть вот этот самый особый статус союзника США вне НАТО. И поэтому вот сегодня, и может быть отложение визита на август месяц, и нерешенность многих вопросов говорит о том, что здесь еще не ясно. То есть здесь такой ясности, как в Германии и во Франции, нет. И идет конкретная четкая борьба. Но для того, чтобы Украина могла бы надеяться на какие-то позитивные результаты, украинская сторона тоже должна быть готова к этому. Потому что, вот, например, визит Зеленского в Германию, он был протокольный, понятно было, что там вообще ничего ждать не стоит. Ну, когда изначально канцлер говорит про имплементацию Минских соглашений. Сегодня здесь, с Вашингтона, пока таких заявлений четких, категорических, мы не слышим. И если мы не хотим их вообще слышать, а хотим услышать, наоборот, то, что мы хотим услышать по поводу особого статуса, президент Украины должен приехать сюда во всеоружии, и его должны сюда командировать все украинское общество, весь украинский политикум. Я это всегда подчеркиваю. Все президенты должны собраться, все бывшие авторитетные политики, премьер-министры, лидеры в парламенте, все те, кто имеет тот или иной электорат в общественно-политическом сознании. И должна быть дорожная карта.
И эту дорожную карту надо подписать. Если надо, примите на уровне закона в Раде. И дайте этот мандат президенту Зеленскому, чтобы он пришел и поставил здесь на стол в Америке, перед президентом Байденом, и сказал, что у меня будет или статус, тогда мы с вами, я делаю вместе с вами, идем в разведку. Если у нас не будет этот статус, мы не будем делать, конечно, имплементации Минских соглашений в украинское законодательство, потому что это предательство по отношению к Украине, к украинскому народу, по отношению к тем, кто погибал. Поэтому мы тогда будем искать других союзников. Мы тогда пойдем путем Азербайджана. И те, кто помог Азербайджану, они наверняка помогут и нам. И не забывайте, и это Великобритания также в их числе. И я думаю, если увидят серьезность ваших намерений, я имею в виду украинского общества всего, в плане того, что вы политически готовитесь, сказать, вот посмотрите, никто не думал. Армения все время что говорила? Азербайджанцы не хотят воевать. Они все время спекулировали на этом. А когда началась война, вы посмотрите, что творилось у военкоматов. И посмотрите, сколько десятки тысяч дезертиров в той же Армении. Потому что выросло новое поколение после 1994 года, которые не видели этого Бишкекского протокола, которые не видели этого Нагорного Карабаха. Понимаете вообще? И они пошли, погибали за это. То есть я к тому говорю, что вот в Азербайджане какой консенсус был в азербайджанском обществе. Несмотря на то, что в Азербайджане общественно-политическая ситуация в вопросах демократии, демократических выборов и многих других оставляет желать лучшего. Но вот эта тема была на первом месте, и она по сегодняшний день осталась на первом месте. Я вот один из резких критиков режима в Азербайджане все эти годы был. И поэтому я эмигрировал в Америку, я получил здесь политическое убежище. Но я сегодня стою с моей родины. И я делаю все то, что для того, чтобы и эти 5% вернулись. Потому что мы взяли мораторий на общенациональную проблему. Потому что кому нужна эта демократия и права человека, которые здесь забыли во время 44-дневной войны, которая для них это получается Филькенграм. Потому что все те, кто говорили об этом, они были на стороне агрессора, оказывается. Вот так же, как эти российские либералы, демократы, да, так называемые. Они то же самое поддерживали агрессоров. Поэтому это двойные стандарты. Когда ты видишь, ты сначала задаешься вопросом, что для тебя важнее? Территориальная целостность с твоей стороны, так сначала освобождай территорию. Вот так же и в Украине. Ведь что для вас важнее сегодня? Вы все говорят евроинтеграция НАТО. Я вам говорю, вас в ЕС, в НАТО в ближайшие годы принимать не будут. Вот и все. Принимать не будут, а тихо-тихо у вас будут отнимать ту территорию, которую заявил в своем письме Владимир Путин. Он же заявил откровенно. Это же о чем такое? Это и Харьков, это и Николаев, и Херсон, и Мариуполь, и Одесса. Вы этого хотите? А это будет происходить при негласном вот таком модусу вивенди той же Европы, на глазах у Европы, как это произошло с Грузией, как это произошло с вами в 2014 году. Как это 30 лет почти что происходило с Азербайджаном. Поэтому неужели спасение Запад... утопающих – дело самих утопающих. Так в этом-то и интересно получается. Давайте вспомним 94-й год, Будапештский меморандум, который тоже оказался Филькиной грамотой. Великобритания, Соединенные Штаты Америки гарантировали Украине территориальную целостность. Украина отказалась от своего ядерного потенциала, присоединилась к закону о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. 2007 год Украине не дают ПДЧ, и первыми, кто выступает против, это Франция и Германия. 2014 год Россия нападает на Украину, оккупирует Крым, война на Донбассе, а нам говорят, не воюйте. Сейчас Северный поток-2 – это вопрос не только энергетической безопасности, это и вопрос территориальной безопасности. Мы понимаем, что это политический вопрос, а нам говорят, что труба, не беспокойтесь, вот там инвестиции, технологии и так далее. Ну вот как-то интересно получается, как нам с этим быть? Называйте вещи своими именами. Вы умница, вы правильно все озвучиваете. Так вот, хорошо, если это будет озвучивать президент Зеленский, если это будет озвучивать президент Порошенко и все другие президенты. Они будут в конъюнктуре играть. Надо даже своих союзников, с которыми вы говорите, вы идете в евроинтеграцию в НАТО, называйте вещи своими именами. Говорите, вы же нас сливаете, вы же нас предаете. Вот это надо говорить. Вот, например, Азербайджан сегодня это говорил. Им стал открытым текстом. Они начинают, вот посмотрите, Шарль Мишель сейчас приехал в Азербайджан. Посмотрите, как он расшаркивался. Смотрите, какие красивые слова говорил. Потому что произошла война, освободилась территория,
беженцы в Европу не пошли, Европа как будто не пострадала от этого, то есть как от Сирии там миллионы беженцев даже не поехали. То есть все как будто бы нормально, открывается такая территория, большая инфраструктура, значит, можно делать деньги, давайте и мы начнем участвовать. То есть и вот они хотят сегодня сесть вот в этот поезд, который уходит тихо-тихо без них. Поэтому сделайте то, что вы должны сделать. И тогда с вами будет считаться. Считаются только с теми, это по жизни всегда так было, кто может защищать себя. Это по жизни. Во дворе идешь там на улице, тебя бьют, ты не даешь сдачи, тебя бьют, не дают. Кто будет с тобой считаться? А вы покажите, что вы можете дать сдачи. И можете дать сдачи агрессору, России. Вот Азербайджан сделал почти 100-тысячную армию. У вас более населения в 5 раз, чем у Азербайджана. Значит, вы можете 200-тысячную армию сделать. Вы понимаете? И вы должны показать эту серьезность своих намерений. И когда в России тоже увидят, что никто на вас не влияет, ни Ангела Меркель, ни Макрон, ни Вашингтоне, а вы серьезно намерены проливать кровь за свою землю, тогда вас начнут умолять. Вот как умоляют сегодня Россию в рамках модуса вивенди: не воюйте, не делайте, сделайте шаг назад. Мы с вами заключим Северный поток-2. Завтра надо будет Северный поток-3 еще придумать. Что-то в этом роде. Лишь вы этого не делаете. Да, пускай модус. Вот и с вами будут также разговаривать. Потому что увидят, что вы на самом деле серьезно, у вас серьезные намерения. Вот с Азербайджаном сегодня так и считаются. Осталось 5% территории, да? Вот я вам говорю вот здесь публично. Придет время, спросите меня. Если за 4 года Запад не поможет Азербайджану, чтобы Россия тоже оттуда ушла, с той территории, где она находится, Азербайджан эти 5% вернет так же, как он вернул 95%. Как вы думаете, 95% легче вернуть или 5%? Намного легче вернуть эти 5%, тем более если за эти 4 года и Азербайджан станет в военно-политическом плане сильнее, и Турция, ее наличие в этом регионе, вокруг вот этого пятачка, будет в 4 раза, в 5 раз больше. И тогда я не думаю, что российские солдаты захотят погибать за непонятную какую-то территорию. Но если мы хотим, чтобы это было, значит, мы должны идти в этом направлении. И если Украина также хочет, чтобы это было, идите в этом направлении. Только тогда с вами начнут читать. Рамиз Бей, и последний вопрос. Вот у нас буквально 5 минут до завершения нашего эфира. Понятно, что Украина является таким форпостом. Украина сегодня, можно сказать, на Востоке воюет за Европу, воюет за Североатлантический альянс. Как вы думаете, увидит ли Запад эти, и почему, собственно, сегодня он не видит, и увидит ли в обозримом будущем вот эти угрозы, которые Россия и Путин очень четко прописывают в своей статье об историческом единстве, значит, русских и украинцев? И когда, наконец, Запад перестанет заигрывать и между экономическими выгодами и гуманитарными ценностями выберет все же гуманитарные ценности, ведь у них есть прекраснейший опыт с Гитлером, и который показал, что вот эта политика умиротворения агрессора ни к чему хорошему не приводит. К сожалению, эта политика, это та самая политика, которую вы сейчас упомянули, времен Даладье и Чемберлена, вместе с тем же Гитлером, которая привела ко Второй мировой войне. И между старой Европой и новой Европой, я имею в виду молодой Европой, Восточной Европой, вы видите, прямо и сегодня эта разница есть. Не надо полякам или прибалтийцам объяснять угрозу, которая исходит со стороны России. Они прекрасно это знают со времен пакта Молотова-Риббентропа. Да. И поэтому, как вы видите, сегодня на стороне Украины в Европе кто стоит? Это Великобритания, Польша, Прибалтика и Турция. У Турции, сами понимаете, личный здесь момент очень сильно присутствует, и поэтому я всегда вам советую, усиливайте именно этот момент и радуйтесь, что у вас есть в Крыму крымские татары, несколько миллионов, которые живут в Турции. В Турции крымских татаров живет больше, чем все население Крыма. И это очень сильный политический ресурс, политический капитал для той же Украины. И далеко неспроста Турция проявляет такое теплое и отношение к той же Украине. И Турция, как вы видите, не претендует ни на территорию Крыма, не объявляет всех этих моментов. Точно так же, как это происходит в отношении того же Азербайджана. То есть здесь совершенно ситуация другая. Здесь Турция вытесняет ту же Россию с тех территорий, где Российская империя уже многие годы. Потому что это же, заметьте, Крым, Южный Кавказ, а сегодня еще, если добавить к этому Афганистан, это очень важный момент, потому что американцы, вот видите, не просто так
Турцию хотят видеть в Кабуле, в аэропорту Кабула, потому что Турцию в Афганистане может сделать то, что не сделала Америка, то, что не может сделать Великобритания, то, что не сделал безбожный Советский Союз, потому что турки мусульмане. И в Турции пользуется большим авторитетом среди афганского общества, в первую очередь среди узбеков, среди таджиков, среди туркменов. А пуштуны – это Пакистан. А Пакистан – это стратегический партнер Турции. Поэтому это же Центральная Азия, это подбрюшье той же России. Поэтому Россия там не хочет, чтобы Турция была бы в Кабуле. Россия не хочет, чтобы Турция была бы на Южном Кавказе. Россия не хочет, чтобы Турция была бы в Крымской платформе. Все, что не хочет Россия, значит, это на пользу Украине. Усиливайте эти моменты и работайте именно с этим. Это элементарная логика. Поэтому я вижу тенденцию в этом направлении. К сожалению, очень медленно. Но главная проблема, подчеркиваю, консенсус внутри украинского общества. Такой, который вы увидели сегодня в Азербайджане. Именно в Азербайджане. Это очень в Азербайджане вы не увидите такого противостояния, которое есть сегодня между Порошенко и Зеленским. Büyükten teşekkürler. Çok sağ olunuz Ramiz Bey. Men ne yazık ki endi yayını yekunlemek mecburiyetindeyim. Çünkü 30 saniyeden sonra haberler bizde olacak. Sağ olunuz bizle bağlanğanız için. Спасибо вам большое. Рамис Юнус был с нами на прямой связи. Политолог-международник, экс-голова аппарата уряду и экс-керуючий справами парламенту Азербайджану из Соединенных Штатов Америки. Я с вами не прощаюсь. Мы сейчас переходим к информационной программе «Заман». Самые актуальные новости смотрите сейчас, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском и русском языках. Не переключайтесь, скоро.